полдень в Сухуми у здания Кабинета министров стали собираться несколько сотен человек, сторонники кандидата в президенты Аслана Абжани. Люди требовали от исполняющего обязанности президента Валерия Бгамба отставки ряда министров, руководителей силового блока и глав администрации районов. Требование, чтобы в отставку ушел наш уважаемый Бгамба. Почему? Потому что он не исполняет то, что от него зависит. Не делает то, что надо народу. Вот это нас бесит. А что он должен сделать? Что должен делать? Надо вот то, что мы сейчас до этого по Абхазии. Что должен делать? Надо контролировать то, что идет в предвыборной кампании. Он не контролирует, он сидит, говорит одно. Здесь народу одно говорит, другое делает. Вот его. А? Только Бгамба должен? Нет, там есть еще, я не Список знаю. есть, потом Список есть. Вот я тех остальных Список не есть. знаю, но мы отсюда, почему пришли сюда, он должен решить это все. Просто здесь паникуют. Вы знаете, чего вы пришли, за что вы пришли, кто? Это власть, которая сейчас, вот МВД или какие-то ребята приходят, за что вы пришли? Объясняем, не понимают. Было решено направить делегацию из числа протестующих на встречу с Валерием Бгамбом. В это время ожидавшие на улице люди выражали возмущение в связи с ухудшением состояния здоровья Аслана Абжани. Не дождавшись результатов переговоров, митингующие зашли внутрь здания и поднялись на 3-й этаж. После встречи со сторонниками Бжани Валерий Бгамбов встретился со спикером парламента Валерием Кварчем. Во встрече также приняли участие группа депутатов и представитель президента Дмитрий Шамба. Ближе к 3 часам дня к переговорам присоединились кандидат в вице-президенты Бадра Гумба, заместитель руководителя штаба кандидата в президенты Аслана Абжани Леонид Лакирбая. Переговоры шли за закрытыми дверями. В коридоре периодически происходили небольшие потасовки между представителями власти и оппозиции. В то же время у здания парламента также начали собираться люди. Они выражали возмущение по поводу сложившейся ситуации в стране. Данная ситуация это уже длится 20-25 лет. Мы не хотим этого уже. Действительно людям надоело. Мы хотим жить спокойно, нормально, воспитывать детей. Там наши братья, мои братья там, здесь мои братья. Нет, выбора нету. Но просто хотим в конце концов. Надоело всем нам. И им надоело, и нам надоело. Прийти к одному, чтобы действительно мир был на этой маленькой земле. Везде такое творится, что иногда страшно подумать. Не хочется все это. Всем надоело. Уже дети в политику начали лезть. Нам всем очень неприятно, что один из хороших лидеров оппозиции заболел. Мы об этом все очень сожалеем. Мне, например, понравилось, что, несмотря на тяжелую ситуацию, второй кандидат Ардзинба Адгур Амиранович принял решение временно приостановить работу всех штабов по всей Абхазии. Это, я думаю, является проявлением высокой культуры кандидата. Народ от всех таких вот мероприятий устал, и нам очень хочется, чтобы эти стороны сумели найти общие, точки соприкосновения. К собравшимся вышел заместитель руководителя штаба Аслана Абжани Леонид Лакирбая. Он рассказал о состоянии здоровья Аслана Абжани. Кроме того, Леонид Лакирбая отметил, что в случае, если Аслан Абжани не сможет принять участие в выборах по состоянию здоровья, то штаб будет ставить вопрос о переносе даты выборов. Есть информация, достоверная совершенно, что идет не просто улучшение состояния, а резкое улучшение состояния Аслана Георгиевича. Он уже сидит, движутся руки, он может принимать, он может говорить. Ждем медицинского заключения, которое позволит говорить о том, в какие сроки наш кандидат в президенты может вернуться к нормальной деятельности. Исходя из этого, будем ставить вопрос, тот, о котором мы вчера говорили, что без нашего кандидата выборов в Абхазии не будет. Это одна составляющая. Вот эти требования, которые были выставлены сегодня, я углубляться в них не буду, но я считаю, что одно требование – с этической точки зрения оно должно быть просто выполнено неукоснительно. Это требование, касающееся министра внутренних дел, потому что его родной племянник – кандидат в президенты. После обеда к переговорам присоединился кандидат в президенты Адгур Ардзинба. По завершению встречи он вышел к собравшимся людям. Что касается тех событий, которые происходят сегодня, приезда односельчан Аслана Георгиевича в город Сухум и выражение разного рода требований, а также по поводу высказываний представителей штаба Аслана Георгиевича вчера о том, что выборы
в любом случае не состояться без участия их штаба. Такого рода заявления считаю преждевременными как минимум. Потому что сейчас самое главное, о чем надо думать, это здоровье Аслана Бжани. Когда мы разговаривали с представителем партии Амсахара, мы договорились о следующем, что есть день, есть два, 2-3 дня мы ждем, анализируем ситуацию, выясняем причины, по которым ухудшилось состояние здоровья Аслана Георгиевича. После того, когда у нас будет полная информация о том, что с ним произошло, какие у него перспективы, мы будем принимать консолидированное решение, что делать дальше. Но никоим образом, ни под каким давлением, ни под каким скоплением людей мы эти решения принимать не собираемся. Хочу вам сказать в своем лице, что политика, давление, беспредела и первобытных способов достижения своих целей недопустимо. Также Адгур Азмов прокомментировал одно из требований протестующих об отставке министра внутренних дел. Как известно, представители оппозиции требуют отставки министра в связи с тем, что Рауль Смыр с ним в родственных отношениях. У меня очень много родственников, и каждый где-то может и работать. Если касается конкретно Рауля Кязымовича Смыр, это не просто мой родственник, это герой Абхазии, человек, который имеет большую историю, ветеран войны. Если есть основания, конкретные основания, то, что он, находясь на своем месте, оказывает поддержку и использует свое служебное положение в мою пользу, пускай предъявят. В итоге, в конце дня, после длительных переговоров, окончательными требованиями представителей оппозиции были озвучены отставка министра внутренних дел и обязательное участие представителей оппозиции в выборах президента. Алика Трапш, Сария Кварацхелия, Саид Джарсали, Алексей Агухава, Степан Мартиросян, Алексей Баструков. Абхазское телевидение.